Ну хорошо, я рад принять участие, рад этой возможности рассказать про свою М-технологию, тем более, что она на самом деле очень эффективна. Можно даже начать с коронавируса, потому что эта проблема сейчас всех волнует. Я врач по образованию, доктор медицинских наук, занимаюсь созданием микробиологических разных препаратов. Так вот, как врач-ученый, я понимаю, что миллиарды лет назад, когда на планете появились первые живые существа в виде бактерий, они должны были научиться защищаться каким-то образом от вирусов. Вирусы, как более примитивные полуживые, полумертвые структуры, появились, конечно, намного раньше, чем бактерии. Так вот, вирус – это строго внутриклеточные паразиты. Оживать и размножаться они могут только внутри клеток. Так вот, когда появились бактерии на планете Земля, естественно, вирусы начали в них паразитировать. И за миллиарды лет эволюции на планете вообще-то остались только те бактерии, которые научились защищаться от вирусов. А научились защищаться от вирусов они в симбиозе, потому что существом жизни является симбиоз, а сутью симбиозов устойчивые механизмы саморегуляции. Так вот, к сожалению, сегодняшняя медицина, она упускает вот эти факторы, которые легли бы в основу понимания, как надо правильно бороться с вирусами, как правильно использовать естественные, природные технологии или природоподобные технологии. Так как бактерии являются главными противниками, скажем так, вирусов, то природа не просто так наградила наш организм огромным количеством бактерий. Бактерий-симбионтов, проживающих в организме человека, в 100 раз больше, чем общее количество наших собственных клеток, разных тканей, органов и тканей вместе взятых. Для чего природа наградила нас или наделила нас такой огромной армией бактерий-симбионтов? Как раз для того, чтобы обеспечить нам в первую очередь противовирусную защиту. Вот, ну, к сожалению, прикладная микробиология, современная медицина, они такое понимание упускают из виду и не делают ставку в борьбе с тем же коронавирусом на поддержание симбионтной микрофлоры человека, на поддержание симбионтной микрофлоры животных, растений, да и вообще матушки природы. В природе все бактерии можно поделить на два лагеря. Это лагерь регенеративных организмов, которые оздоравливают окружающую среду, ну, проще говоря, занимаются созиданием. И лагерь дегенеративных бактерий, которые разрушают все то, что было создано регенеративной микрофлорой. Казалось бы, ну для чего в природе нужна вот эта дегенеративная сила? Она, конечно, нужна. В природе пустых мест не бывает, ненужных вещей не бывает. У дегенеративной микрофлоры важнейшая функция заключается в том, чтобы разрушать, утилизировать все то, что, ну, проще говоря, отжило свой век. А в противном случае планета просто быстро завалилась бы горами трупов, жуков, пауков, червяков, птиц, рыб, животных.
да и самих людей, и стала бы абсолютно непригодной. То есть планета просто превратилась бы в огромное кладбище. Вот. Но дегенеративная микрофлора, она не только утилизирует все то, что отжило свой век, при определенных условиях, когда нарушается баланс между этими двумя силами в природе, регенеративной и дегенеративной, дегенеративная сила начинает действовать отрицательно на разные живые структуры, ну, в том числе на человека. Основным хранилищем микрофлоры планеты, бактерий планеты, является почва. В 1 грамме почвы проживает несколько миллиардов бактерий, несколько миллиардов разных микроскопических живых структур. А сегодня человек своим антропогенным воздействием вот это равновесие между дегенеративной и регенеративными силами в природе, она их нарушила. Поэтому повсеместно все почвы, на которые хозяйствует человек, они на сегодня являются больными. Ну, с точки зрения микробиологии, это больные почвы. А так как почвы, продуктивность почв зависит от содержания в них гумуса, это живое вещество почвы, которое обеспечивает плодородие самой почвы. У нас в Бурятии, например, содержание гумуса в почвах совсем низкое, примерно 1–1,5%. Самый лучший воронежский чернозем когда-то содержал 18% гумуса. 1 куб воронежского чернозема с 19 по 20 какие-то годы 20 века хранился в Париже на выставке как лучший образец чернозема на планете. Вот этот чернозем содержал в себе 18% гумуса. У нас 1%, 1,5%. Поэтому наши почвы степной зоны, они крайне скудные. Мы не можем в республике создать свою кормовую базу. Мы говорим о том, что у нас республика животноводческая. Ну, конечно, это совершенно не так. У нас республика не то чтобы не животноводческая, она даже вообще не аграрная. Для сравнения, она у нас и не промышленная, и не аграрная, в общем, никакая. У нас 1 миллион населения и менее полумиллиона голов скота. В Монголии, например, вот рядом, 200 километров, граница, у них на 3 миллиона населения свыше 100 миллионов голов скота. Ну, если в пропорциях по населению смотреть, у нас в Бурятии должно было быть, хотя бы 30 миллионов голов скота, а у нас даже 1 миллиона нету. Почему у нас так мало голов, поголовья? У нас кормовой базы нет, своей кормовой базы нет. Почему нету кормовой базы? Почвы очень бедные, урожайность крайне низкая. А если мы, например, фуражного зерна имеем там в среднем 15 центнеров с гектара, где-то 20, где-то меньше, так, в среднем 15 по годам, по разным годам. Все, что ниже 12, это уже в убыток. А вот не так далеко, в Красноярском крае, я смотрел данные по прошлому году, у них средняя урожайность 45 центнеров фуражного зерна с 1 гектара, у нас 15. При такой разнице, колоссальной разнице в урожайности,
мы, конечно, не можем быть конкурентоспособными. У нас своих кормов нету, поэтому мы животноводство развивать не можем, промышленное животноводство. А то поголовье, которое есть в частном секторе, оно погоду для экономики Бурятии в целом не делает. Поэтому говорить о том, что у нас вообще есть какое-то сельское хозяйство, ну, его нету. А дворовое хозяйство, наверное, не стоит даже называть сельским хозяйством. Вот. Для того, чтобы развивать животноводство, нам надо поднять продуктивность почв. Нам крайне необходимы технологии, которые позволили бы увеличить содержание гумуса с 1%, ну хотя бы до 3%. То есть в 3 раза увеличить продуктивность почв. Это возможно вообще или невозможно? Наш опыт говорит о том, что это возможно. Для этого надо в Бурятии создать, ну ладно, наша М-технология, она сегодня известна во всей России, но мы производим только микробные препараты. А просто вносить микробные комплексы из полезных микробов в почву, этого мало. У нас органики в почвах крайне мало. А потому мы не можем рассчитывать на более высокую продуктивность. А если гумуса в почвах мало, 1%, а гумус является еще и основным веществом, которое удерживает влагу в почвах. У нас и так дождей мало, осадков мало. Дожди прошли, через полчаса песок высох. Влага не удерживается в почве, потому что гумуса крайне мало. Было бы в 3 раза больше гумуса, соответственно, и влага лучше удерживалась бы. Вообще ученые говорят даже о том, что при тех перепадах летних температур, у нас же резко континентальный климат, даже в летнее время днем жара, там плюс 30, плюс 40 градусов на солнце, а под утро там, ну, плюс 15, плюс 10. Из-за таких больших перепадов образуется конденсат, роса. Она каждое утро практически образуется, но она не удерживается, вот эта влага, потому что гумуса нету. Почва, она как губка не втягивает в себя влагу и не удерживает. Поэтому повышение содержания гумуса в наших бедных почвах – это стратегически важная задача. Гумус в естественных условиях в природе образуется столетиями. В степной зоне, как у нас, тысячелетиями накапливается гумус. Но мы не можем ни тысячелетия, ни столетия ждать. Нам урожаи нужны сегодня. Население планеты растет. Надо кормить. Впереди ученые говорят, всемирный голод, он может в случае климатических катастроф случиться в любой год. Мы же помним, вот зимой 2020 года, в начале зимы, были пожары в Австралии. Миллиард скота там погибло. Все посевы сгорели, миллиард скота погибло. Но там всего 25 миллионов населения. Планета навалилась, Австралию обеспечили продуктами питания, кормами. В общем, там голода не было. Ну, а вот представьте себе, если аналогичная катастрофа, например, случится в Индии, там и так жаркий климат. Ну, а если такая засуха, такие же пожары, все посевы сгорят, животные погибнут, а там миллиард населения. Кто Индию будет кормить?
Самые большие пахотные земли у России, самые большие поля у России. И в случае климатических катастроф в 21 веке у России совершенно определенная миссия вырисовывается – прокормить остальную часть планеты. Если Россия не способна будет кормить в случае катастроф Индию или там арабский мир, куда они денутся? Они пойдут с северной широты, пойдут занимать наши территории. Поэтому либо мы и обеспечиваем Индию, например, продуктами питания там на месте, либо они приходят сюда, ну и здесь начинается борьба за последние ресурсы выживания. Нам нужно совсем другое сельское хозяйство в 21 веке. Дедовскими способами вести сельское хозяйство уже невозможно. Мы не то чтобы других прокормить, мы себя-то прокормить не сможем. А в Дальневосточном федеральном округе нас всего 8 миллионов. Вот от Байкала до Владивостока нас всего 8 миллионов населения под боком у 1,5-миллиардного Китая. Если в Китае случится климатическая катастрофа, куда китайцы побегут? Конечно, придут сюда. А у нас тут есть дома для них. А зимой китайцы или индусы, или кто там еще придут, арабы придут. Они что, в палатках жить должны зимой? Естественно, они начнут занимать наши дома и квартиры. Здесь просто начнется война всех против всех за последние ресурсы выживания. Вот. Я бы хотел, чтобы мы немножко думали наперед, думали о судьбе наших детей. Наши дети тут на своей земле выживут или не выживут? И будут оставаться хозяевами здесь или не будут? А для этого, в первую очередь, нам надо создать другое сельское хозяйство. Для того, чтобы создать другое сельское хозяйство, надо поднять продуктивность почв. А поднять продуктивность почв можно только через усиленное гумусообразование. Но так как в естественных условиях гумус образуется столетиями, а у нас этого времени нет, мы ждать не можем, значит, нам надо научиться гумусообразующие удобрения производить где? На заводах, на площадках разных. А из чего производить? Из различных отходов. Производить с помощью микробов, полезных микробов. М-технология, технология применения эффективных микроорганизмов, которую я вот создал, российская М-технология, она уже 20 лет существует. Мы провели за 20 лет более 200 различных испытаний в разных регионах, на разных культурах, на разных растениях, на разных животных. И показали, что, да и даже на людях, люди, которые применяют нашу курунговую продукцию, едят и пьют, они коронавирусом не болеют. Это уже факт. В первой волне коронавируса я всем своим сотрудникам, а у меня в общей сложности почти 50 людей в компании, всем бесплатно выдал курунговую продукцию. Всех заставил употреблять, чтобы не болеть коронавирусом. У нас никто не болел и не болеет. В М-центре, чтобы заболеть коронавирусом и, не дай бог, умереть, ну, это просто позор для нашей компании, для М-технологии. Мне очень жалко, что так много людей сейчас умирают. Но, к сожалению, врачи не понимают, чем лечить, как спасать, какие есть природные возможности для этого. На самом деле в природе есть абсолютно все для лечения любых болезней. Но мы сегодня делаем ставку, тупо просто делаем ставку на вакцинацию.
Это не природоподобная технология. Еще раз говорю, в природе есть абсолютно все для лечения любых заболеваний. И такие продукты, например, как бурятская курунга или хурунга, которые, в отличие от кефира, обладает очень устойчивыми механизмами саморегуляции. Мы же говорим о том, что существом жизни является симбиоз, а сутью симбиозов являются устойчивые механизмы саморегуляции. Чем в симбиозе эти механизмы саморегуляции устойчивее, тем сильнее его лечебный эффект. Кефир оставьте при комнатной температуре в банке, например. Через сколько дней испортится кефир? Ну, через неделю плесенью покроется. Ну, максимум 2 недели простоит. Курунга вот так в банке может стоять месяцами. Это о чем говорит? Вот разница в чем. Устойчивые механизмы саморегуляции. Они определяют лечебный эффект продукта. Но мы пошли еще дальше. Мы из этого курунгового симбиоза создали курунговиты с симбионты, долговит, с очень усиленными. Там лечебные свойства потенцированы в сотни, в тысячи раз. Для профилактики рака, например, микробы как люди. Чему их научишь, то они и хорошо делают. Мы нашли биотехнологические способы, чтобы надрессировать этот курунговый симбиоз на раковые клетки. И сегодня мы точно знаем, наши курунговиты эффективнее любого химиопрепарата. Но это еда. А химиопрепарат – это яды. Для наших больных почв мы же не можем больные, отравленные пестицидами почвы, лечить с помощью антибиотиков, например, как в медицине. Как бороться с патогенной микрофлорой в почвах? Химикатами травить почву, а потом от химикатов как избавиться? Так вот, самый лучший способ – это с помощью регенеративной микрофлоры вытеснить патогенную. В природе все так делается, это законы природы. Поэтому мы создали микробиологические удобрения, которые очень хорошо борются с патогенными, наоборот, поддерживая, оздоравливать миллионы гектаров и не просто усиливать гумусообразование в сотни, в тысячи раз. Точно так же, как мы усиливаем противораковые свойства курунгового симбиоза в сотни, в тысячи раз. Почему бы то же самое не делать в почвах? Научить микробы эффективно проводить гумусообразование, усиливать гумусообразование в сотни, в тысячи раз. Так вот, наша технология, она позволяет, например, из любых отходов животноводческих, навоз, помет, солома, торф, лигнин, туалетное содержимое. В общем, все, что гниет, все можно превращать в гумусообразующее удобрение. Я предлагаю построить завод в Бурятии по производству супер-эко-чернозема. Говорю об этом уже не первый год, но пока поддержки нету ни со стороны правительства Бурятии, ни со стороны правительства России, потому что понимания нету, что это такое. Вот у нас 9 миллионов тонн золы ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 возле Улан-Удэ скопилось. Экологи уже не знают, как с этим бороться. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 не оштрафуешь, не закроешь. Город останется без тепла, без света.
Бороться с ними невозможно. А куда золу подевать? 9 миллионов тонн золы. Захоронить даже такой объем крайне проблематично. У нас даже денег нету для того, чтобы такой объем захоронить. Но вы же знаете, что любая зола, вот древесная зола из печек мы берем и используем. Это прекрасное удобрение. Мы используем на своем огороде. Помидора или картофелину насыпаем полстакана или стакан этой золы и получаем отличные урожаи. А чем угольная зола отличается от древесной золы? Да практически ничем. Там тоже необходимых растениям биогенных элементов полным-полно. Вот это золу, а у нас в почвах, в песчаных почвах элементный состав-то крайне бедный. Почему бы эту золу не использовать в производстве гумусообразующих удобрений? Запасы огромные, просто фантастически огромные. У нас Улан-Удэнский бурводоканал, очистные сооружения, карты переполнены илом. Они уже не знают, куда этот ил вывести и где и как его захоронить. Но это органика, она тоже богатая. Да, там много патогенов, дурно пахнет, ну и все такое. Но это же с помощью микробов можно легко переработать. Если золу и этот ил соединить, и с помощью микробов быстро все это оздоровить, микробы все, что необходимо почве, растениям, быстро переведут это в легко усвояемые формы, а все, что не нужно, радиоактивные элементы, тяжелые металлы и так далее, они все это свяжут, нейтрализуют, переведут в неусвояемые формы для растений. Это же основная функция микробов. Но чтобы такие удобрения производить, нужен завод, большой завод, чтобы из этих отходов превращать, эти отходы превращать в доходы, то есть самые полезные удобрения, самые эффективные, гумусообразующие. Никакие минеральные удобрения гумусообразование не усиливают, они наоборот действуют как допинг, высасывая последний гумус из почв. Мы не можем делать дальше ставку на минеральные удобрения, мы так совершенно свои почвы кончим. У нас потом ничего расти не будет. Нам нужны гумусообразующие удобрения. Еще раз говорю, сырья для этого, выше крыши. Этих отходов столько, вот даже опилки, горы опилок, немеренные горы опилок, десятилетиями лежат, никто не знает, как их утилизировать, куда использовать. Но при производстве суперэко-чернозема, пожалуйста, мы эти горы опилок можем быстро с помощью золы, ила, очистных сооружений, животноводческих отходов, та же Улан-Удэнская птицефабрика 30 тонн в сутки дает помета. Не знаю, куда они вывозят, где они захоранивают. Периодически слышу, что там какие-то штрафы получают. Заиграевская свиноферма 60 или 70 тонн в сутки навоза вывозит на поля. Вышел сейчас закон, без переработки штрафовать. Этот навоз, он заразный, там много патогенов. Напрямую без переработки вывозить на поля нельзя. Но у них нет своего завода по переработке
ни помета, ни навоза. Потом сам по себе навоз или помет – это бедный субстрат. Что такое навоз? Животное съело корм, все нужное, полезное усвоило, все ненужное выбросило в виде навоза. Это бедный субстрат. Из него хорошее гумусообразующее удобрение не сделаешь. Для этого его надо насытить другими компонентами, в первую очередь золой. Нужны макро-микроэлементы, которые в золе полным-полно. Нужна другая органика, которая содержит в себе много других веществ, необходимых для гумусообразования. Вот все эти отходы можно собирать на этом заводе по производству суперэко-чернозема. И планомерно нам нужна государственная программа по повышению продуктивности почв всех наших районов. Без этого, я еще раз говорю, при урожайности 15 центнеров с гектара мы не можем создать, принципиально не можем создать кормовую базу. Мы не можем развивать животноводство. У нас просто для смеха республика называется аграрной и считается аграрной и животноводческой. Еще раз говорю, в Монголии более 100 миллионов голов скота, а у нас даже 500 000 нет. При соотношении населения у нас 1 миллион, там 3 миллиона. При этом соотношении у нас должно быть 30 миллионов голов скота. Но нам до этого очень далеко, крайне далеко. У монголов есть возможность вести номадное животноводство. Они просто кочуют по степи, обеспечивая кормами животных. А у нас где кочевать? У нас особо кочевать негде. Без кормовой базы никакого животноводства развивать у нас невозможно. М-технология, она дает много стратегических возможностей и стратегических преимуществ по сравнению с другими, с теми же минеральными удобрениями, например. Удобрения могут максимум повысить урожайность на 20%. Это потолок минеральных удобрений. А гумусообразующие удобрения могут не на 20% увеличивать урожайность, а на 200%, на 300%. У нас самые лучшие опыты по огурцам 350%, по помидорам 500%, по клубнике 600% в Тимирязевской академии. Это еще чуть ли не 20 лет назад мы эти испытания проводили в Москве, в Тимирязевской академии. Мы с помощью М-технологии урожайность хлопка в Узбекистане, а это главная культура, там более 2 миллионов гектаров земли отводится под выращивание хлопка. Главная культура. Мы за 10 лет добились стойкого увеличения урожайности хлопка в 2 раза. Не на 20%, а в 2 раза, на 200%. Поэтому в Узбекистане была принята государственная программа по переводу хлопководства на нашу бурятскую М-технологию. Сейчас турки ведут переговоры о строительстве большого завода по производству Байкал-М, удобрения Байкал-М в Турции. Иранская делегация приезжала уже, не знаю, 5-й или 6-й раз. Переговоры ведут.
тоже о строительстве такого завода в Иране по производству микробиологических удобрений. А мы никак не можем тут свои отходы превратить в доходы. А у нас никакой другой альтернативы нету. Либо мы создаем производство гумусообразующих удобрений и начинаем методично на всех, наиболее важных полях нашей республики методично повышать содержание гумуса. Я говорю, на любом поле за 3-4 года содержание гумуса можно поднять в разы, в 2 раза, в 3 раза, в 5 раз, соответственно, увеличить урожайность. Также в разы. Мы должны наконец-то научиться получать урожаи как в Иркутской области, в Краснодарском крае, как на Алтае, чем мы их хуже. И очень даже реально этого добиться. В Монголии мы проводили эксперименты, наверное, уже более 10 лет назад. Даже в Монголии урожайность зерна мы довели в этом Селенгинской Маймаке до 70% центнеров с гектара. 70. Почему в Бурятии это невозможно сделать? Конечно, реально. Но в Бурятии, например, наши почвы просто поливать растворами микробных препаратов, этого крайне мало. Мало, у нас органики мало в почвах, у нас гумуса мало. Микробы сами по себе в чистом виде гумус не образуют. Чтобы они производили гумус, им нужна органика и соответствующие минералы. Покупать макро-микроэлементы в полном составе, как положено, не просто там селитру сыпать, или иногда еще добавлять калийные или фосфорные удобрения. Этого крайне мало. А для того, чтобы образовывался гумус, нужны все биогенные элементы, все макро-микроэлементы. Только в этом случае микробы начинают, и плюс еще органика какая-нибудь, только в этом случае микробы начинают производить гумус из этих элементов, из этих веществ. А если половины макро-микроэлементов не хватает, все, гумусообразования не будет. А весь этот необходимый набор, их можно собрать из разных отходов. Идея-то она заключается в чем? Разные отходы собрать, в опилках одни элементы присутствуют, в золе другие элементы, в илах очистных сооружений третьи элементы, вещества. А когда все это собираешь в кучу, плюс навоз, плюс помет, и получается, и плюс микробы, М-препараты, Байкал-М или Тамир, два наших основных препарата, моя гордость. Я горжусь, потому что на всех выставках, на любых международных конференциях, выставках мы уже, не знаю сколько лет 15 стабильно получаем только первые места, золотые медали. Я, например, на какой-нибудь международной выставке получить серебряную медаль, это обидно.
Я просто от этого отвык. Только первое место. Никаких вторых, третьих. Если там по какой-то причине золотую медаль не дали, так я даже не иду его получать. С этой выставки уезжаю, и все. Мне это... Но это обидно. Что на сегодня может быть лучше, эффективнее нашей М-технологии, а ничего? В родном Отечестве нет пророка. Достучаться до наших фермеров сложно. До нашего Минсельхоза еще сложнее. Поддержки нету, понимания нету. Ну, а самое главное, завода нету по производству суперэко-чернозема. За отходы платить штрафы можно. А вот создать завод по переработке этих отходов и получению суперэко-чернозема, ну, это крайне сложно. Убедить сложно. В декабре ушедшего года, 2020 года, мне удалось все-таки провести переговоры в Минсельхозе России. Удалось донести до министра сельского хозяйства проект, насколько важен нам этот завод, а по-другому мы никакое нормальное сельское хозяйство не создадим в республике. Мы никогда не будем конкурентоспособными со своей сельхозпродукцией. Она у нас не рентабельна или мало рентабельна. Ну, Минсельхоз, единственное, чего Минсельхоз пожелал, это в качестве полигона для испытания создать пилотное производство и испытать суперэко-чернозем и показать, что он дает. В качестве полигона выбрали Ярославскую область. Ну, жалко, что не Бурятию. Ну, хотя бы поддержали. Уже хорошо. Пусть в Ярославской области, но все-таки хоть что-то решили и сдвинули. Если в Ярославской области, создав пилотное производство, мы покажем эффективность суперэко-чернозема, ну, тогда, я надеюсь, эта технология, в России отходов миллиарды тонн, нам надо научиться отходы превращать в доходы. И самое главное, повышать продуктивность, естественную продуктивность наших российских земель. Я еще раз говорю, в России в 21 веке вырисовывается совершенно отчетливая миссия. В случае климатических катастроф, а они будут, их избежать невозможно, Россия должна прокормить пострадавший регион планеты. Хорошо, если пострадает там маленький регион с маленьким населением, как Австралия. А вот если как Индия или как арабский мир, любые там экваториальные густо заселенные территории, миллиарды людей, кто там их прокормит? Это катастрофа будет. Ну а для Бурятии, для вообще в целом Дальневосточного федерального округа у нас еще проблема огромная. Нас слишком мало тут. 8 миллионов на этой огромной территории. 40% территории России
но можно сказать, пустует. 8 миллионов слишком мало. Во-первых, для того, чтобы создать принципиально иное сельское хозяйство, нам надо строить так называемые экопоселения. Ведь сегодня молодежь удержать в деревне практически невозможно. Пока не Более-менее, напомнила, не замечали это. да, более-менее на что-то способная молодежь, она в деревне не остается, она уезжает в поисках лучшей жизни. Наши села опустевают. Если так дальше пойдет, у нас просто работать некому будет на селе. Нам нужны другие условия, при которых городская молодежь, наоборот, охотно бы возвращалась в село. А как это сделать? Условия проживания на селе, они должны быть более интересными, чем городская жизнь. Только в этом случае молодежь начнет возвращаться. А как это сделать? Мы разработали проект современных экопоселений. Очень красивые дома. Нам надо построить в республике завод по производству вот этих модульных купольных домов. Это, можно сказать, современные юрты. Они на заводе прям целиком строятся, на платформе привозят современные, теплые, из разных композитных материалов. Просто в степи ставятся, как юрты ставятся. Их можно соединять друг с другом переходами. Если семья большая, 3, 4, 5 юрт соединили, все. Есть зал, есть кухня, и есть для каждого члена семьи своя комната в виде юрты. Очень интересные дома, очень красивые, теплые, энергосберегающие, умные дома. Вот нам надо их научиться на заводе производить, привозить на место, 2 дня сборка, все, твой дом готов. Такой завод нам нужен тоже. Ладно, построили экопоселение. Мы должны в этих экопоселениях обеспечить лучшее образование, лучшую медицину. А для этого у нас есть. Все это есть. Лучшая медицина есть, я вам сразу скажу. Я работаю над проектом, который называется «В 120 лет, как в 20». То есть человек в среднем должен жить 120 лет, при этом оставаться в ясном уме и быть способным обслуживать себя так же, как это делает 20-летний человек. Мы сегодня научились эффективно бороться с любой болезнью, и с раком в том числе. И даже ядовитые препараты для этого не нужны. Но тогда от чего человек должен умереть в 80 лет? От какого коронавируса, от какого рака? Если мы способны со всем этим эффективно, быстро, легко справляться. Человек не должен умереть в 80 лет. Вот как природой дано, потенциал в среднем 120-140 лет, вот человек так и должен жить. И такую медицину легко внедрить в экопоселениях. Почему легко? Потому что если экопоселения будут функционировать на основе законов о кооперации, и в этом экопоселении большинством голосов проголосовали за такую медицину, а это уже будет законно, использовать не ту вот эту ортодоксальную, официальную медицину, которая сегодня с коронавирусом-то справиться не может. А у нас в экопоселении коронавирусом болеть не будут, а раком болеть не будут.
Ну и от чего они должны умирать тогда? Ни инфарктов, ни инсультов не должно быть при такой медицине. Такая медицина есть. Мы можем продуктивность наших почв увеличить в разы. И сельскохозяйственный бизнес для фермеров, он может стать очень выгодным. Я сегодня построил теплицу. В прошлом году построил теплицу. На основе своих проектов, соображений, технологий разных, идей разных. Идея заключалась в чем? Нам в условиях Сибири нужна теплица, которую зимой можно не отапливать. Потому что любая теплица в зимнее время – это одни убытки. И если мы хотим в условиях Сибири круглый год производить экологически безопасные продукты, но нам нужна принципиально иная теплица. И вот первая попытка создать такую теплицу. Мы установили солнечные концентраторы, которые позволяют, вот вода в них зимой даже, если яркий солнечный день, вода нагревается до плюс 40 градусов. В пасмурный день до 20 градусов. Вот на улице у нас в самое холодное зимнее время минус 38 градусов было прошлой зимой. А у нас в теплице было ночью плюс 9, а днем, когда солнце взошло, через час теплица уже нагрелась до плюс 25 градусов. А на улице было минус 36 в это время. И это только за счет солнечного тепла. То есть вы понимаете, какая колоссальная экономия. Не надо жечь уголь, не надо в огромном количестве тратиться на электрообогрев, не нужен газ. Хотя биогазовые установки, производство газа из различных отходов с помощью метанообразующих бактерий тоже можно отладить и поставить на поток. Так что у каждого, у кого есть навоз или хотя бы вот эти туалетные отходы, их превращать в биогаз. В зимнее время отапливать свои коровники, птичники, что угодно. Или даже свои дома, или теплицы. Все это можно. Вот эти технологии просто надо собрать в кучу. Я недавно ездил в Москву, специально встречался с нашими уникальными учеными, разработчиками, просто фантастических, можно сказать, проектов, технологий, которые позволяют сельское хозяйство сделать, сельскую жизнь сделать просто фантастически привлекательной. И вот такие экопоселения нам надо научиться делать, строить, такие дома, такие теплицы, повышать продуктивность почв в разы, иметь на селе уникальную медицину, лучшее образование. Вот эти все проекты, технологии, разработки уже есть. Теперь их надо в кучу собрать и в Бурятии построить хотя бы одно опытно-показательное экопоселение и показать и нашему правительству Бурятии, и главным образом правительству России: вы не туда деньги вкладываете, вы вообще-то не тем занимаетесь, господа чиновники, олигархи и банкиры и все прочие. Вас также ждут катастрофы.
Надо это наконец-то понять. И надо сегодня вкладывать туда, где есть выход, где есть спасение. Нам надо сделать так, чтобы рождаемость в ДФО увеличилась в разы. Вот у нас 8 миллионов населения. И на сегодня, к сожалению, тенденция, она отрицательная. Ученые-демографы предсказывают, что при такой ситуации уже к 2025 году наше население может сократиться почти в 2 раза. Останется 4 миллиона. А нам нужна другая ситуация, при которой через 20 лет мы должны добиться того, чтобы у нас было здесь не 4 миллиона, а 40 миллионов. Но это тоже реально. Если мы начнем вместо вот таких деревень, сел, откуда молодежь уезжает, строить экопоселения, очень привлекательные, где бизнес каждого будет гарантией свободы и гарантией процветания любой семьи. Городская молодежь обратно побежит в деревню, домой к себе. Да и горожане вообще с удовольствием начнут переезжать в села обратно. Но нужны вот эти экопоселения. К сожалению, я не знаю, как сделать слайд-презентацию. Я просто технически не подготовился. Я мог бы сейчас показать дома, теплицу, экопоселения, разные технологии, которые сегодня разработаны и нами, и другими российскими учеными. Показать вам, вот к чему надо стремиться, какой наша жизнь должна быть через 5-10 лет. Надо это все делать быстро, потому что климатические катастрофы могут случиться в любое время. Вот тот же токсичный шлам-лигнин Байкальского целлюлозного комбината. 6 миллионов тонн токсичного шлам-лигнина скопилось в картах БЦБК. 6 миллионов тонн. Если это все вывозить куда-то подальше от Байкала, но это понадобится на протяжении нескольких десятилетий по одному железнодорожному составу вывозить каждый день. У железной дороги даже трафика для этого нету. Нет погрузочно-разгрузочных таких огромных станций, которые могли бы каждый день по одному эшелону этот шлам-лигнин вывозить. А любое землетрясение сильное или селевые сходы, не дай бог, вынесут в Байкал эти 6 миллионов тонн шлам-лигнина. Тогда Южному Байкалу придет конец сразу. Это же страшно. Как нейтрализовать вот эти 6 миллионов тонн? Мы говорим, у нас есть для этого М-технология. Пожалуйста, мы за 2 года можем все эти карты залить полезными микробами, которые за 2 года нейтрализуют токсины в этих картах. А с 2014 года уже 6 лет идет одна говорильня, как спасти, как решить проблему. 6 лет уже.
только болтают об этом. А мы говорим, ну, дайте нам тогда, мы за 2 года решим проблему. Путин выделил на это 6 миллиардов рублей для решения этой проблемы. Мы говорим, а мы и за 4 миллиарда решим. А другие компании, другие технологии пишут заявки и просят там, кто 18 миллиардов, кто 34 миллиарда, ну и там другие зарубежные компании еще больше просят за решение этой проблемы. Мы говорим, ну, дайте нам, за 4 миллиарда решим. Заработанные эти 4 миллиарда мы могли бы сразу направить на строительство завода по производству суперэко-чернозема. Другие отходы утилизировать заодно. Могли бы часть байкальского шламлигнина тоже использовать в производстве суперэко-чернозема. Там этих запасов просто немерено. 6 миллионов тонн. Это просто гигантские объемы. Отходов, из чего можно было бы произвести суперэко-чернозем, у нас много. У нас нет понимания, что такое М-технология, у нас нет понимания ее возможностей, у нас нет понимания вообще, в каком направлении двигаться, чтобы кардинально изменить ситуацию в сельском хозяйстве. Как сделать так, чтобы первое экопоселение, когда мы построим, я сам сюда. Город на самом деле ничем не привлекателен. На природе жить куда лучше. Только сегодня нужны нормальные условия, человеческие условия, привлекательные условия, все. А вот в экопоселениях сегодня, например, сделать привлекательной жизнь в деревне какой-нибудь или в каком-нибудь селе, ну, практически невозможно. Легче просто рядом, в 2-3 километрах построить совершенно новое экопоселение. Пусть туда переезжают. Со всей необходимой инфраструктурой. Очень красивые дома. Школа, детский сад. При каждом доме должна быть вот эта ноосферная теплица. Теплица не маленькая для семьи. Наша теплица экспериментальная, она 8 метров шириной, 70 метров длиной. Но я теперь знаю плюсы, минусы этой теплицы, недостатки, конечно, они есть. Мы не все смогли учесть. Есть ошибки при проектировании. Теперь мы знаем, как лучше построить другую теплицу, чтобы она была гораздо функциональнее и еще рентабельнее. Вторую теплицу, вот я сейчас вот эту первую теплицу хочу переделать. Рядом построить параллельно этой теплице, просто расширить хозблок двухэтажный, а на второй этаж вынести солнечные коллектора и солнечные батареи. Переделать всю систему вентиляции надо в этой теплице.
И будет просто великолепная, очень рентабельная теплица. Мы должны вот в экопоселениях для каждой семьи строить вот такую теплицу. Для семьи вот эта теплица, она как дойная корова. Должна стабильно в среднем ежемесячно приносить $1000 прибыли. В среднем, в месяц. Ну, если в экопоселении, например, будет 120 домов, это 120 теплиц, или 150 домов, 150 теплиц. Куда урожай подевать? Круглый год постоянно урожай. Конечно, необходимо свое перерабатывающее производство при этом экопоселении. Все это на кооперативной основе. По закону о кооперации льгот очень много. От налогов все, что внутри производится и тратится на себя, это от налогов освобождается. Своя медицина, свои строительные технологии, своя переработка, свое образование, воспитание. Что еще надо? Все главное, все необходимое у человека, у каждой семьи есть, будет в этом экопоселении. Зачем ездить в город? И вообще, зачем тебе машина? Если внутри в экопоселении все есть, все необходимое есть. Один раз завести машину, съездить куда-нибудь на рыбалку, например. Ну или в город, там, детям что-нибудь показать. А больше в городе делать нечего. Ну, жалко, у нас тут диалог в таком... не диалог, а монолог получается. Я не знаю, кто меня слышит. Ни вопросов, ничего. Где у нас администратор? Петр Раишевич Да. присутствует. Так, уважаемые коллеги, если у вас вопросы возникли, можете задать вопрос, озвучить ваш. Петр Раишевич, вас в чате благодарят, в частности, за Каменск. Ну, я благодарность-то вижу. Да, вопросов просто нету. Но если нету... Уважаемые коллеги, вопросы. А вот у меня вопрос, Петр Раишевич, а вот ту теплицу, которую вы построили, сейчас как ее используете? То есть она сейчас по прямому назначению работает, то есть там что-то выращивает? Мы 2 оборота уже получили, 2 оборота было. Выращивали огурцы и помидоры. Но супер вкусные, отличная урожайность на М-технологии. Но у нас неправильно сделана была система вентиляции. И я сейчас от зимнего оборота отказался. Мы решили сделать перерыв, всю вентиляцию переделать. Слишком влажно там, когда внутри температура 25 градусов и 80% влажности, это и работать тяжело, и растениям плохо. Проблему обогрева теплицы за счет солнечных концентраторов, в целом мы решили. Это себя оправдывает.
Теплицу на самом деле можно сделать рентабельной, практически без особых затрат в зимнее время на отопление. Я хочу построить еще одну экспериментальную теплицу, в которой, ну, проще говоря, крыши не будет. То есть внутри этой теплицы естественного света не будет. За счет солнечных батарей и светодиодных ультрафиолетовых ламп, я думаю, мы сможем также прекрасно выращивать без внешнего вот этого солнечного освещения. Зато энергозатраты на тепло сократятся еще больше. А солнечные концентраторы просто вынести на крышу, оттуда будет ну, вот обычным зимним солнцем нагреваться вода и обогреваться вот эта теплица. А освещение только за счет солнечных батарей и ультрафиолетовых светодиодных ламп. Сейчас мы проводим испытания в нашей теплице разных ламп. Мы хотим понять, какие лампы лучше закупать, светодиодные, ультрафиолетовые. Но уже сегодня разница, она видна. Одни производители, вот у них лампы, ну, откровенно слабые. Вот есть одна лампа, которая просто выделяется. Там растение в 2 раза выше. Уже. Вот. Ну и на принципиально ином солнечном, вернее, искусственном освещении мы хотим вот построить вторую такую уникальную теплицу. Ну а потом есть, конечно, желание построить многоэтажную теплицу, чтобы выращивать в несколько ярусов. Это так называемое колонновидное использование пространства, то есть колоннами, на колоннах просто выращивать. Картофель, например, вот она может расти на колонне там, ну, в 5 этажей, например. Вот колонна 5 метров высотой, а на каждом метре в мешке сидит картофель. И клубни сразу формируются, наливаются прямо в мешке, без почвы. Это даже не гидропоника, это так называемая аэропоника, когда в корневую систему через форсунку газообразно подается жидкий гумус. Компьютеры все отслеживают, когда надо, там каждые 60 секунд, например, идет впрыск жидкого гумуса, а картофель за вот эти скороспелые сорта за 45 дней созревают, дают урожай, ботву срезал, специальная машина, мешок тут же закрыла и в тележку. Клубни мыть не надо, они калиброванные, там почвы не будет, поэтому все клубни одинаковых размеров, чистые, земли там нету, ботву только отрезал, упаковал, все, и сразу в магазин. Ну, такая технология выращивания. Вот, хочу такую технологию выращивания довести до ума. Картофель – это второй хлеб, и можно Бурятию обеспечить экологически чистой, шикарной картошкой
Но мы не просто вот... Причем я бы хотел возродить картофельное семеноводство. Вот в такой теплице элитные семена картофеля можно получать круглый год. На полях, ну, это только один сезон, один урожай. Это возможности очень маленькие. А в теплице круглый год, пожалуйста, мы можем производить суперэлиту. Ну, вы сами понимаете, суперэлита сколько на российском рынке стоит. Нам надо возродить свое российское семеноводство. Но мы в этих теплицах суперэлиту можем выращивать не только картофельную, любую. У нас же, к сожалению, семеноводство отечественное разрушили. А вот, например, построить экопоселение, 150 домов, 150 таких теплиц. Ну, зачем нам всем одновременно 150 теплиц помидоров или огурцов? Мы же можем на основе кооперативного движения собрание провели и договорились. Вот эта улица выращивает клубнику, эта улица выращивает картофельные семена, эта улица выращивает виноград, эта улица помидоры, эта улица огурцы, ну и так далее. Плановая работа, плановые поставки, плановая переработка. Все довольны, все богаты. Ну вот это совсем другое сельское хозяйство. А потом в этих теплицах, конечно, можно... Вот одну такую теплицу, например, как я построил, мы посчитали, прикинули, можно 2000 голов одновременно выращивать, например, бройлеров на мясо. Бройлеры, ну, за 45 дней дают уже товарное мясо. Напольное содержание, вот 2000 туда кур войдет. Рядом вторая такая же теплица, точно такая же, построенная, но построенная уже для производства зеленых сочных кормов. Вот там просто в теплице в несколько ярусов при светодиодном освещении. Вот представьте себе транспортерную ленту шириной 5 метров, длиной 50 метров. С одного конца насыпается сплошным ковром зерно. И эта транспортерная лента медленно каждый день там на 10 метров продвигается. Ну, не 10, меньше. 5 метров. Продвигается вперед. Светодиодное освещение и газообразное напыление жидкого гумуса. Вот все питание. Никакой почвы, никаких растворов химикатов, полезная микрофлора, никаких болезней. И вот эта зеленая масса, быстро растущая, движется на тот конец. Когда через 10 дней зерно придет на другой конец, там уже будет ботва примерно где-то 25 сантиметров высотой. Зеленый сплошной ковер. Поднимаешь его, там сплошная белый ковер. Корни белые, чистые. Ну, почвы нету, поэтому чистые корни. И вот это все прессуется в рулон, нарезается на определенные чурки, вакуумную упаковку. Если далеко куда-то везти на продажу, транспортировать зеленые сочные корма.
Или тут же вот рядом вторая такая теплица, там Так, что-то со связью, Дима. бройлеры. Петр Алексеевич, что-то со связью? Мы вас не слышим. Так, ну, очень интересно, Петр Алексеевич. Вот мне очень неудобно останавливать. Мы немного лимит времени, так скажем, исчерпали. Ага, Петр Алексеевич. Что-то со связью, Петр Алексеевич. Теперь? Ага, сейчас слышно. Мы немного времени, лимит превысили. Я думаю, есть, может быть, еще дадим возможность, может быть, есть вопросы. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Если вопросов нету, Петр Алексеевич, спасибо. Я думаю, если там, скажем, какие-то есть сдельные идеи, то я думаю, они, ну, вы человек, я думаю, известный, ваши данные, я думаю, есть, в том числе в интернете, я могу тоже поделиться, но, соответственно, вполне возможно, какие-то, может, реализуются ваши идеи муниципальных служащих. Еще раз хочу поблагодарить вас. Меня в интернете найти легко, можно просто набрать фамилию Шаблин и найдете. Ага. Еще раз спасибо. Хочу всех слушателей также хочу поблагодарить. Ну, на сегодня, я думаю, все.